Мзия Багратовна, я благодарю вас за то, что вы нашли время и уделяете его нам. Табуб. Табуб. Я рада, что оказалась в вашей аудитории, и надеюсь, это будет приятной беседой. Спасибо. Не так просто дать формулировку понятию Апсура. Могли бы вы рассказать нам о вашем понимании и дать свое определение? Тема Апсора, она и звучит как в науке, в образоведении, с середины 80-х годов XX века. А в конце, уже в 1989-90 годах, этой теме непосредственно пришлось коснуться. Это было вызвано самим временем. Вы знаете, это был период пика национально-освободительной борьбы абхазского народа за социальную справедливость. И поэтому тема оказалась очень востребованной. И как-то получилось, что на фоне июльских событий все закипело, все стало очень болезненно восприниматься. И родилась идея написать статью о соотношении национального характера и Апсора. Вот в таком аспекте это была первая научно-исследовательская работа. Она получила освещение в газете «Абхазский университет», потом в журнале «Алашара». И я попыталась впервые дать такую, знаете, системную характеристику этого феномена. Апсура – это социологический феномен касательно истории и культуры абхазов, безусловно. И Апсура – это не только этикет, это не только совокупность там обрядов и традиций. Апсура – это образ жизни, это склад ума, это национальное этническое поведение, самосознание, все включается в Апсура, потому что Апсура нельзя отделить от самого Апсу. Это было бы совсем непонятно. Вот есть же такие термины: русскость, Апсур – это абхазскость, если говорить так. Вот. Уважаемый профессор Шалва Денисович Иналыпа дал вот попытку с точки зрения теоретической, научной, так сказать, немного философской, дать определение Апсура. И вот после него профессор, философ Олег Несторович Доменя тоже коснулся этого вопроса. Но системообразующее определение, не поймите меня неправильно, может, это не скромно, но было дано именно вот в этой моей статье. Потом сегодня, в 2016 году, уже вышла работа профессора Валерия Ревадовича Бегуа о структуральном подходе к определению Апсура. Там произошло соединение этнографических, этнологических и философского вот таких аспектов в определении Апсура. И насколько оно было удачно, это видно действительно, это очень интересная работа. И поэтому Апсура мыслится как этносоциологический феномен, включающий в себя этническое самосознание, культуру и этническое поведение во всех сферах жизни общества. Вот такое определение. Благодарю вас за ответ. Что бы вы могли сказать об истоках Апсура? Откуда оно берет свое начало? Оно берет начало с самой истории абхазского народа. А эта история очень древняя. И оно продолжается, развивается, дополняется. Оно дополнялось в античные времена греческой культурой, затем византийской, как правопреемницей. Потом, и, конечно же, было создано государство, Абхазское царство, это высшее, так сказать, выражение самого Апсура. Апсура в Средневековье тоже
выражалась в активном противостоянии со стороны недоброжелателей, будем так говорить, соседних княжеств. Апсора выражалась в XIX веке в борьбе за независимость, за сохранение свободы. К сожалению, трагические потоки махаджирства внесли свой негативные, так сказать, моменты негативные в историю самого Апсура. И Апсура оказалась разделенной на многие, так сказать, этнические субэлементы. Но что удивительно, даже сегодня Апсура, находясь в таком состоянии, оно сохранило свое ценностное ядро. Ядро, связанное с почвой, понимаете, с родной землей, связанное с единством человеческой, абхазской психологии с этой землей. И поэтому во все исторические времена вопрос земли всегда стоял остро и воспринимался народом очень болезненно. Я думаю, это нужно учесть и современным политикам, управляющими людьми, и, соответственно, в единстве нужно рассматривать с народом этот главный вопрос существования Апсура. Что лежит в его основе? Какие духовные ценности в нем содержатся? Каковы его основные принципы? Самые, что не есть духовные ценности в Апсура, на мой взгляд, это отношение к личности, отношение к человеку. В этом смысле это высокий гуманизм. Мне вспоминается эпоха Возрождения, которая основывалась на гуманизме. Все искусство основывалось на гуманизме. Так. Но гуманизм создал Творца, создал человека. Гуманизм дал возможность поверить в творческие, интеллектуальные, иные возможности человека. Понимаете? То же самое в Апсура. В Апсура ценится именно личность, именно человек. Неважно, какой он религии, конфессиональной принадлежности, какой он культуры, какой он направленности политической, неважно, но Апсура стоит, в центре Апсура это человек. И когда происходит диссонанс восприятий человеком в абхазской традиции со стороны других этносов, то Апсура это не прощает. Такие случаи, к сожалению, были. И, соответственно, я считаю это оправданным, потому что выше человека в понимании Апсура ничего не существует. Но предательство Апсура не терпит. Какое место занимает культура и этикета в Апсуара? Культура и этикет – это основное место, конечно же. Это практическая сторона Апсура. Потому что мы видим в реальности, в повседневной жизни? Именно соблюдение этих нравственных норм, правил поведения. И когда мы видим, что это не соблюдается, то в нас мы возникаем, мы возмущаемся, мы пытаемся это исправить, потому что нарушается это единство Апсура как морали, в узком смысле слова, и нравственности. Апсура нужно соблюдать. Есть же такое выражение у абхазов «Апсура новгородским». То есть сложно соблюдать Апсура, говорят. Нет ничего сложного в этом. Соблюдать можно, если вы чувствуете свою связь с этой историей, с исторической памятью, со своими корнями, если вы не отрываетесь от этих корней, если вы помните ваших предков, то вы должны на практике показать, насколько вы едины с этой памятью.
Как-то французский философ Раймон Арон заметил очень интересную вещь, у него есть интересное исследование, что исторически, когда мы что-то хотим доказать и убедить общественность и так далее, мы должны помнить о нашем прошлом. Наше прошлое есть наше настоящее, выражение этого, понимаете, прошлого в нашем настоящем. И вот когда прошлое теряется, когда историческая память теряется, тогда теряется сама сущность истории, значит, и Апсора тоже. Это необходимо, это единство соблюдать. И поэтому молодежь должна это понимать. Это должно понимать и старшее поколение. Не надо идти стихийно на поводу разных других культурных влияний. Надо осознавать, что ты принадлежишь к своему народу, своему этносу, и притом малому этносу в силу исторических коллизий, вы знаете. И это больше дает нам возможность быть ответственнее. Это обязательно. Ответственность и Апсора сегодня должны быть вместе. Да, но для этого надо понимать значимость. Вот чтобы понимать значимость Апсора, есть мы. И старшее поколение, и преподаватели, и власть имущие. Та часть, которая должна воспитывать молодежь, подрастающее поколение. Мы ответственны за их будущее, понимаете? И если мы не осознаем эту ответственность, то судьба Апсора будет печальной. Расскажите, пожалуйста, о взаимовлиянии Апсуара и других религий. Конечно, религия абхазов, она очень древняя, и в ней смешались, можно сказать, все элементы мировых религий, за исключением буддизма, конечно же. Хотя здесь у нас тоже есть уже ответвление, так сказать, от индуизма, общества сознания Кришны. Но оно мало влияет на наше национальное этническое сознание, хотя пытается привлечь молодежь. Но в нашем религиозном сознании смешались национальные этнические религии, этническая религия во главе с Верховным Богом Анца. У нас мы смогли сохранить свой пантеон богов, и притом даже на подсознательном уровне мы часто обращаемся к этому пантеону, потому что он вжился в нашу генетику, в наш генетический код, понимаете? А в силу исторических обстоятельств мы переняли некоторые обычаи, можно сказать, элементы обычаев и традиций со стороны других мировых религий, христианства и ислама. Ну, в основном, конечно же, Абхазия христианская страна, хотя сегодня отмечается интерес к исламу, и притом исламу суннитского толка, светскому исламу, в котором универсальные ценности, как раз-таки личности, сходные с Апсуара. Понимаете? В Апсуара так получилось, что есть все элементы важнейшие, универсальные, такие общие, так сказать, ценности именно в нем оказались. Вот эта история развития привела к определенному такому симбиозу, синкретному сознанию. Но это не означает, что традиционная религия оказалась где-то вне. Нет, конечно. Апсуара стоит выше всех этих сфер, но вбирает в себе именно то, что мы находим в религиях. Лучшее. Да, например, толерантность, вот отношение к вероисповеданию, например, уважение, постоянный интерес к личности. Ну, если вы беседуете с представителем исламской религии, вас не столь религия интересует, сколько интересует сам человек.
Ну и помимо этого вы проникаетесь тоже в эту культуру. И так что вот этот симбиоз, он сохраняется. Хотя, вы знаете, сегодня пытаются некоторые так называемые эксперты, в кавычках я говорю, пытаются представить абхазов как полностью исламизированное население, притом, знаете, в фундаменталистском направлении, экстремистско-фундаменталистском направлении, понимаете? Это очень опасно. В свое время вспоминается, как в конце 80-х годах, когда шли дебаты по телевидению между грузинскими представителями грузинской науки и абхазской, как пытались они представить нас точно так же, как вот сегодня некоторые специалисты, в кавычках, пытаются представить абхазов. Абхазская апсуара не ставит почти выше апсуара ни одну мировую религию. Ну, эта методика по всему миру используется просто. Да, к сожалению. В условиях глобализации, жестокого мира капитализма, когда поклонение золотому тельцу ставят во главе угла, как отказ от ценностных ориентаций, традиций, этнического культурного разнообразия может отразиться на судьбах народов? Чем грозит такой путь потери Апсура для абхазов, на ваш взгляд? Да, можно сказать, наше время очень непростое. Многие народы находятся на грани исчезновения. Нужно признать, что канут в лету некоторые этносы, даже на территории самой России. Вот недавно была публикация, где указывалось, сколько осталось этнических групп вот где-то в Алтае и в других регионах России. Судьба малых народов, она может быть трагичной, если малые народы не найдут в себе силы, мощь, силу в том, чтобы подняться выше, решить те вызовы, которые им бросают извне и внутри себя. История бросила нам вызов относительно демографической проблемы. Нам надо во что бы то ни стало увеличить нашу популяцию абхазов. И, конечно же, и развивать язык. Но у нас сохраняется и внешняя угроза. Мы стоим в очень непростых отношениях с восточным соседом. И тоже осознаем, насколько это может быть губительным для абхазского народа. Поэтому нам нужно быть единым, нам надо быть более прагматичными и анализировать все, что происходит вокруг нас и в самом мире. Пример того, что происходит сегодня в секторе Газа, может быть прецедентом для многих народов. Это опасный прецедент. И если сейчас передовая мировая общественность не сориентируется на решение этой проблемы, и будет решен план правительства Израиля об очистке, это фактически идет геноцид, понимаете, народа, то тогда этот образец или этот прецедент будет очень, отрицательным для всего, негативным для всего народа, для всего человечества. А мы должны осознавать, что проблема демографии – это сейчас не конкретная проблема, допустим, молодого человека в возрасте 25-30 лет, который еще не обрел вторую половину. Это проблема этническая, это проблема всего народа. И я считаю, что мы имеем право говорить любому молодому человеку, который не создал семью, любому имеем право говорить об этой угрозе. Это уже не его личная проблема. Это уже проблема этноса. И эту проблему надо решать.
Язык, языковая политика, она, нужно признать, она улучшилась, конечно, ведется, очень много сделано. Постепенно приходит осознание необходимости владения языком даже в тех семьях, в которых раньше русский язык считался основным языком. Понимаете? И молодежь понимает, что она должна, часть молодежи должна знать язык, владеть языком, чтобы сделать карьеру. Ну, просто нужно это поддерживать, постоянство в этом вопросе необходимо, конечно. И вот эти проблемы, они не только правительство решать должно. Оно должно решаться на уровне массового сознания, абхазского сознания. Да, но как прийти к нему? Прийти к нему так, просветительством, во-первых. Об этом нужно говорить, об этом нужно указывать, на это указывать надо. Надо проводить мероприятия, возрождать некоторые наши традиции вот в этом направлении, создавать мероприятия такого массового характера, где могли молодые встретиться. Ну, вот. И очень много чего можно сделать, вы понимаете? Но, к сожалению, просветительство не учитывает эту проблему. А нужно объединить, я считаю, даже на уровне государственных структур, объединить Министерство просвещения с демографическим министерством или там, комитетом демографической политики. Надо усилить работу в этом направлении, именно просветительскую работу. И плюс, конечно же, экономическая помощь должна быть, исходить из государства, от государства исходить. Реальная помощь. Плюс еще нужно думать о здравоохранении. У нас со здравоохранением очень... Вроде бы наш министр, нынешний министр, очень многое делает, это мы видим, но вы посмотрите некоторые поликлиники. Поликлиника – это лицо государства. Когда вы приходите и видите обшарпанные, так сказать, стены и аппаратура 20 века, с середины или конца 20 века, то тогда уныние наступает, к сожалению. Или стоимость услуг? Да, ну, если это платная, понятно, стоимость услуг, но есть же у нас поликлиники государственные. Может, стоит обратить внимание на этот вопрос, понимаете? Сейчас очень после ковида население подвержено, конечно, заболеваниям, и это нужно решать. В современных условиях какую роль играет Апсура для нашего народа? Должно ли оно быть в основе нашей идеологии? Что, на ваш взгляд, может быть трансформировано, а что должно оставаться незыблемым? Очень интересный вопрос и очень важный вопрос. На ум приходит, знаете, пример Японии. Япония высокоразвитая страна, постиндустриальная страна. Но она сохраняет свои традиции, культуры. Это страна с японским лицом. Понимаете? А почему же абхазское государство не может иметь абхазское лицо? Мы идем, как бы сказать, в ногу с достижениями научно-технического прогресса. Мы владеем там цифровыми технологиями и так далее. Но вместе с тем мы не должны забывать, что мы относимся к одному из древнейших этносов, что в нас это и есть, что мы отличаемся, наша ментальность другая. И эта ментальность должна отражаться именно в государственных структурах, именно в управлении. Посмотрите, тот же парламент будет или та же самая любая структура в Японии, она всегда чисто основана на японских традициях. Даже в отношениях друг к другу, понимаете, чиновники. Почему же у нас не работает всеабхазский сход как орган власти? Ну, например, белорусы. Белорусы создали такой орган.
Президент советует с представителями, с комитетом этого схода белорусского, всебелорусского схода. Абхазский народ должен быть вовлечен в процессы, которые происходят вокруг, я имею в виду политические процессы, экономические процессы, чтобы не вызвать потом разные, как бы сказать, нежелательные явления, напряженность, которая переживает потом народ очень болезненно. Чтобы этого не было, можно реформировать структуру государственной власти, но с абхазским лицом. А что такое всеабхазский сход или съезд? Это нужно узаконить. Это нужно принять положение или закон об этом съезде. Особо судьбоносные вопросы, которые встают перед государством, и в узком смысле, я имею в виду перед правящими чиновниками, эти вопросы им очень тяжело нести на своих плечах и решать. Тогда пусть они привлекут народ и решат это на всеабхазском съезде. Съезд можно созывать один раз в год или там вот как требует ситуация. И, конечно же, опираясь на мнение народа, президенту или парламенту легче будет принимать соответствующее решение. И это будет огораживать нашу республику от нежелательных, можем так сказать, олигархических проектов, которые нам хотят, так бы сказать, вот, внедрить в нашу жизнь, не зная менталитет, не зная наши традиции в области землепользования, в сфере землепользования, в сфере взаимоотношений и так далее, мы создаем, если это не знают те, которые пытаются извне внедриться, то мы должны объяснить, мы должны решить, и, соответственно, пальма первенства должна быть у нас. Ведь же все проблемы XIX века, которые были, они исходили именно из недопонимания, незнания нашего менталитета, именно руководителями там, имперской, царской России. Зачем повторять это вновь, когда у нас есть механизмы, защищающие наши интересы? Это всеабхазский сход или съезд. Это Конгресс абхазского народа, который может быть утвержден. Понимаете? А что такое Конгресс абхазского народа? Это представительство со всех районов, даже населенных пунктов, сел, вот в работе этого Конгресса, с наличием внутри Конгресса ядра, это комитета, который берет на себя роль организующей силы вот в обсуждении той проблемы, которая затрагивает всю Абхазию в целом. У нас, например, есть определенные наработки относительно этой реформы, и мы конкретно даже можем поговорить на эту тему с нашим руководством. И это поможет нашему руководству избежать тех негативных моментов, которые мы уже пережили и переживаем, вот недавно пережили. И стабильность политическая будет, и нас будут больше ценить, уважать и понимать, и, соответственно, это даст основу для экономического, в том числе, развития Абхазии. Я уже не говорю о политической стабильности. Вот такого я могла бы более конкретно это сказать, но это уже можно в других обстоятельствах. Ну, вы говорите, как можно ментальность структурировать в государственное устройство для эффективного управления. Да, конечно. Благодарю, вы правы абсолютно, на мой взгляд. Как в абхазском языке отражено апсуара? Насколько наш язык и апсуара сплетены между собой? И что сулит потеря языка для народа? Не приведи Господь, как говорится, о потере языка, потому что язык – это идентичность народа, потому что в этом языке есть история, есть культура, память,
Понимаете, язык – это выражение всего этого. И поэтому иногда, когда занимаешься наукой, изучаешь те или иные явления, и вдруг озаряет тебя, что вот в этом языке есть история древнейшая. Вы понимаете, это, например, такое понятие, как, ну, дзибнога. Вот это понятие возьмемте в языке. Мы говорим это слово, выражаем, не приведи Господь, как говорится, не дай Бог того случится. Что-то такое страшное, понимаете, не хотим этого, тогда мы выражаем. Это можно сказать в форме междометий. А вот если подумать, оно состоит из трех, так сказать, фонем. Морфем, можно сказать, вот так. Это адзы абна нах. Адзы вода абна лес нах туда. И вот когда мы говорим это, мы думаем о том, а почему, когда, как оно возникло, это слово, что оно выражает? Оно выражает то явление, которое мы называем Великим потопом. Потоп, который имел место в середине пятого тысячелетия до новой эры. Потоп, который сохранился в сказках. Есть у нас у абхазов сказка о потопе. Вот, надо было бы почитать. Интересная очень сказка. Есть у шапсугов предание о том, что после потопа все побережье было охвачено, ну, как бы сказать, это саранчой. И жить очень было сложно, невозможно, и этим объясняется миграция определенной части населения в горные места или в другие, так сказать, близлежащие территории, пригодные для жизни. Понимаете? И когда мы говорим «дзибнога», то мы говорим то, что нам историческая память дала. Нам она вот дает возможность говорить об этом явлении. А таких слов очень много, понятий, этнонимов, гидронимы наши, например, река Абзыб, Абзепш, так сказать, это какой-то Абзу ассоциируется с чем-то страшной такой силой тоже, понимаете? Или Псахара, Пс это тоже душа. И наша с вами страна называется Апсны тоже не случайно. Это страна, которая находилась на берегу озера, которое когда-то называлось Апсу, где обитало, оно было пресным, там обитал Апсу, это дух, это бог пресной воды в шумерской мифологии. И, соответственно, пресную воду использовали. Это же допотопное наименование. Вот этот гидроним. Мзия Багратовна, вы имеете в виду, когда говорите о потопе, о том потопе, где в священных писаниях указан период Ноя? Да. То есть, конечно. получается, через наш язык Да. мы еще узнаем шифры Да, исторические, которые конечно. там заложены. Да. Историю целого поколения народа. Очень Да, интересно. конечно. Очень интересно. Конечно. Поэтому нельзя терять язык. Если мы потеряем язык, мы потеряем историю, мы потеряем культуру, мы потеряем саму себя. Это очень важно. Это вызов нашему обществу вместе с демографией. Язык и демография – это внутренние вызовы. В чем заключается важность Апсора для самосохранения нашего народа? Каково будущее абхазского этноса, его языка и Апсора, по вашему мнению? Будут ли они идти единым целым? Будущее Абхазии – это и есть будущее Апсора. Если мы сможем сохранить ее, если мы не забудем вот эту связь нашу с почвой, и если мы будем развивать язык и культуру, то наш этнос будет и во многих, и имеет будущее, имеет развитие, безусловно. Но сохранить эту связь с Апсора нужно
только это я вижу, возможность этого сохранения я вижу в трех важных понятиях. Это государство, это цивилизованность, то есть просветительство, и, конечно же, развитие, сама духовность, самого Апсора. Вот духовность. Значит, государство, духовность, частью духовности должна стать просвещение, потому что невежество – это есть бич любого общества. Мы должны идти не только в ногу со временем, мы должны знать свое прошлое, свою культуру, развивать ее. Только так самосохраниться. Решая вот эти два вызова, о которых мы говорили, нужно направлять развитие общества. Знаете, что опасно для Апсора? Это разделение власти от общества, от народа. Если этот раскол будет иметь место длительное время, то это губительно будет для Апсора. Любому обществу нужен пассионарий. Нужны люди, которые, или группа, или элита, которая будет сохранять вот эту этноидентичность, из которой должна считаться власть. Понимаете? Не по признаку молодости или там нахождения у власти, меняя одно кресло другим креслом, не по признаку клановости, фамильной принадлежности, а по признаку интеллекта, по признаку самого соблюдения Апсора. Абхазскости по признаку и по просвещенности, безусловно, нужно подбирать кадры. Вот конец 90-х годов, то есть конец 80-х годов. Вот мы это уже переживали, такую ситуацию. Кто вырулил тогда эту ситуацию, как вы думаете? Интеллигенция. Если сегодня интеллигенция стоит в стороне, это означает, что этот путь ведет к никуда. Союз власти и интеллигенции, прежде всего. Вот выборы парламента скоро будут. Нам нужны кто в парламенте? Не умы разве? Госдума, она на профессиональной основе работает. Но Россия большая страна. Ей трудно проводить реформы, мы понимаем. А мы малая страна, малый народ. Нам развиваться легче всего. У нас не такие масштабы. Что же нам трудно выбирать, избирать действительно таких людей, которые могли бы внести пользу в развитие Абхазии? Интеллектуальных, добросовестных, честных, порядочных. Почему мы их не выбираем? А почему мы их выбираем, по признаку родственности или иным другим критериям? Я поэтому считаю, что все структуры государственные должны иметь абхазское лицо. Вот они должны соблюдать Апсора, понимаете? Вот тогда и народ тоже подтянется. Вот тогда молодежь будет совершенно по-другому относиться. Если омолодить кабинет министров, безусловно, это хорошо. Но нужно знать, что эти молодые люди действительно соблюдают Апсора. Действительно, надо знать. У власти должны быть люди честно, порядочные, в духе Апсора, которые готовы за родную почву идти напролом, на принципы.
Понимаете? Вот тогда Апсора всегда будет существовать. И я верю, что это можно решить. Нужно прислушаться просто к интеллигенции. Это та часть общества, которая не думает о золотом башке, а думает о своем народе. И она всегда была таковой. У нас... Вот потому я пример привела конца 80-х годов того парламента, что мы имели. Я благодарю вас за столь интересное интервью. Надеюсь, зрители для себя подчеркнут много полезного из нашего диалога. Мзем Багратовна, возможно, я что-то забыла спросить, то, что мы не упомянули, что-то важное, на ваш взгляд? Что важное, на наш взгляд? Все, что нами сказано, это очень остро и актуально. Оно важно. Я бы сказала бы так. Надо жить ради будущего. Надо сохранять себя. Иногда бывает, вот я сижу и думаю, боже мой, какие мы древние. И было бы очень обидно, если мы ушли бы куда-то, вканули бы в лету, как сказать, в небытие. Говорить тосты на абхазском – это еще не Апсора. Апсора – это целое, единое. Это превыше всего. Это надэтническое и этническое в том числе начало в нас. Нам надо это понять, что это то, без чего нас нет.